эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Миргуяна Иванова. Выдачу материнского капитала предложили ускорить в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации. Ведомство предлагает сократить время рассмотрения заявлений о распоряжении средствами мат-капитала с 30 до 12 календарных дней. Срок проверки документов с 14 до 5 дней, процесс перечисления денег с 9 до 3 дней. Предлагаемые изменения позволят сократить сроки перечисления средств мат-капитала, а также повысить качество предоставления соответствующей государственной услуги. Россиян в 2020 году ожидают 8 коротких рабочих недель. Об этом сообщили в Роструде. Россияне будут меньше трудиться в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные. Сокращенные рабочие недели приходятся на январь, февраль, март, апрель, май, июнь и ноябрь. Первая после новогодних каникул рабочая неделя будет двухдневной. Следующая придется на конец февраля, когда в связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими будут 4 дня. С 25 по 28 февраля. В марте, благодаря Международному женскому дню, вторая рабочая неделя также будет 4-дневной. На день меньше придется трудиться и в конце апреля, в преддверии празднования Дня весны и труда. Первые 90 обманутых дольщиков Якутии получат компенсации, 10 из них уже подали заявки для получения выплаты. Помимо Якутии, 16 декабря заявления на выплату возмещений по проблемным домам начали принимать в Пензенской, Орловской и Ленинградской областях. В общей сложности до конца года будут восстановлены права более 1000 дольщиков. Согласно соглашению между Фондом защиты прав граждан участников долевого строительства и правительством Якутии, сумма на софинансирование для восстановления прав обманутых дольщиков составляет 717 миллионов рублей, где 660 миллионов рублей предоставлены фондом. Остальное – это имущественный взнос республики. В едином реестре проблемных объектов по Якутии зарегистрировано 14 домов, где заключен 721 договор на участие в долевом строительстве многоквартирных домов. Компания «Селигдар» выплатит более 994 миллионов рублей дивидендов за 9 месяцев. Из них 657 миллионов рублей будет направлено на выплаты по обыкновенным акциям и более 337 миллионов рублей по привилегированным. Начисление дивидендов будет осуществляться с учетом средств специального фонда, созданного для обеспечения дохода по привилегированным акциям. Отметим, по данным компании, «Селигдар» не оплачивал дивиденды по обыкновенным акциям 2013 года. «Селигдар» включает 13 предприятий в Якутии, Алтайском крае, Бурятии, Оренбургской области и Хабаровском крае. В 2018 году компания выплатила 216 миллионов рублей дивидендов только по привилегированным акциям. Новый корпус мединститута СВФУ начнут строить в Якутске в 2021 году. Предполагается, что после ввода объекта число студентов вуза увеличится почти в 1,5 раза, что позволит в перспективе решить в Якутии проблему с нехваткой медицинских кадров. На данный момент СВФУ готовит проектно-сметную документацию учебно-лабораторного корпуса, чтобы отправить для согласования в Министерство науки и высшего образования России. Отметим, что сейчас студенты медицинского института вынуждены учиться в 6 разных корпусах. День финансовой грамотности пройдет в эту субботу, 21 декабря, в Якутске. Организаторами мероприятия являются Смарт-библиотека 203 и Минфин Республики. Специалисты расскажут о подводных камнях, в оформлении кредитов, ответят на вопросы по налоговым вычетам, также расскажут о том, куда стоит вкладывать свои средства и как можно предостеречь себя от сомнительных финансовых организаций. Также в это время будут проходить консультации и лекции для населения на тему налоговых вычетов. Также проведут лекции о том, куда можно вкладывать свои деньги, куда выгоднее всего, от каких вкладов следует воздержаться. Также эксперты расскажут все о кредитах, о подводных камнях, о процентной ставке, о том, что нужно знать, когда человек идет в банк оформлять кредиты, и о том, как можно получить налоговый вычет по тем или иным в той или иной сфере. Это все новости экономики к этому часу.